Друзья, сегодня мы с вами будем говорить об удивительной культуре, которая, в общем-то, стала уже привычной почти на всей территории нашей республики. Это арбузы. Арбузы высаживают очень многие, но у большинства все-таки множество вопросов. Когда заниматься рассадой, в какую почву это высаживать, как подкармливать эту удивительную ягоду. И сегодня мы находимся на участке у нашей старой знакомой, у Маргариты Карповой. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита, она опытный огородник и занимается уже много лет именно посадкой арбузов. Ну что, идемте к арбузам? Идемте. Маргарита, вот у вас теплица карбонатная, да? Да, это карбонатная теплица. И вроде как бы считается, что она довольно жаркая. Вот это нравится. да! Тут ему нравится Вот очень. это да! Даже Вот если это жарко. теплица. Вот это урожай! Ну, для нас, Вот именно для Якутска, это, конечно, просто впечатляюще. Я видела много арбузов таких небольших, буквально с небольшой мячик, да, вот, размером. А вот сейчас, дорогие друзья, это практически у нас середина июля, и уже вот такие плоды. Они такие, довольно-таки, ну, практически с футбольный мяч. Особенно вот этот вот, да, здорово. Позапрошлом году у меня арбузы росли 5-6 килограмм были. Вот это да. А самые маленькие примерно какого? Маленькие я не люблю. Были эти, огонек садила, я от них отказалась. Шуга бэби. Мне не нравится эта мелочь, потому что у меня семья большая, приходят гости, дети. Надо несколько штук резать, а когда на кусте вырастает 1-2, нереально тогда накормить всех. Вот, кстати, Маргарита, какие сорта именно для нас? Вот сейчас вот то, что мы видим, это какого сорта? Да, я рискую и сажу, и мне очень нравятся крупноплодные. Вот у меня здесь фотон, вот он. Фотон, да? Фотон. Вон там уже он вообще гигант вырос. Первый арбуз, он уже большой. Так, и вы так трогаете, знаете, мне вот кажется, сейчас, я приготовила сеточки, мы сейчас вот этот вариант тоже, как мы это сделаем. Фотон, потом у меня, я очень люблю астраханский. Астраханский в прошлом году у меня 6 килограмм. Прям настоящий астраханский, который мы покупаем вот привозные, полосатые. Да? Полосатые. Вот они, это астраханский. Ага, он оттуда идет, это он. То есть у нас два сорта, да, здесь высажены? Так, потом у меня есть, я посадила Настеньку, но что-то она меня не очень впечатлила. Я ее так и не увидела. Вот вроде одна, она пишут, рекламирует, что на ней прямо вяжется и вяжется, на ней у меня вот завязалось. Друзья, ну вот у нас 3 сорта, да? Это те, которые у нас вот действительно вырастают, вы видите это. Это Фотон, Настенька и астраханский. Потом желтые, вот я подозреваю, что это вот они, я первый год посадила, продолговатые, вот они оттуда идут из угла, там у меня сидят желтые. Они, оказывается, наверное, желтая мякоть у них. Даже и можно и сравнить, да, когда мы видим их на прилавках, да, когда нам привозят эти арбузы, ну, они вот, ну, зеленый полосатый, да, зеленый полосатый, бархатный внутри, красный. А здесь вот мы сможем увидеть вот совершенно разная структура, да, да вот у этого арбуза они, конечно, очень отличаются друг от друга. Да, продолговатенькие, они такие длинненькие. Там они вообще есть длинненькие, посмотрите, какие прям колбаской. Да, оказывается, и такого какой-то вот я жду, какой же он вырастет. Да. А здесь вот, не знаю, я его как бы гуглила, узнавала, мне отправили семена, президент. Но его как сорт вроде не признают, но я говорю, ну я посажу, попробую, посмотрю, что это такое. Но тоже вот наливаются же, вот они. Маргарита, с сортами мы разобрались. Теперь времени мало. Рассказывайте нашим дорогим зрителям, как вы высаживаете рассаду, вы покупаете где-то в магазине, в дачнике, или где-то заказываете семена, с какого времени начинаете, вообще как землю готовите, ну вот про все эти дела. Ну, тут особо что расскажешь, в магазинах покупаю. Все, что у всех есть, и вот случается, что иногда можно заказать у кого-то со стороны, привозят, вот, например, президент мне прислали, желтоплодные вот тоже прислали, желтоплодный, он тут пока полосатый, внутри не заглядывала в него, но только там, но я стараюсь выбирать, чтобы они были скороспелые и крупноплодные. Рассаду когда вы сажаете? Рассаду я начинаю садить уже в конце марта.
потому что что-то у нас говорят, ее садить надо в апреле. Я садила в разные сроки, и мне понравился конец марта. Во-первых, арбуз плохо всходит, долго иной раз, но я нашла на него управу, и мы стала вымачивать в имбиоте. Замочу в имбиоте, они на третий На день. полчаса. Я их на сутки могу замочить, забыть, залить и замочить. Быстрее всходят еще. В этом году я их обрабатывала еще перекисью, держала, потому что перекись немножко разрыхляет оболочку. У них оболочка очень твердая. И дезинфицируют хорошо. И дезинфицируют. Поэтому со всхожестью я отладила, что они быстро. Перекись водорода 6%, 3%. Ее надо разводить. Я 3% беру. Ага. Да, и прямо в нее. Прям вообще в нее. вот чистый раствор, да? Чистый раствор. Дорогие друзья, у нас в Якутске можно в нашей аптечной сети заказать прям вот такую бадью вот этого перекиси, так что это не проблема. И стоит она копейки. Она везде идет в огородных делах, она вообще очень Полезная удобно вещь. использование и для комнатных растений. А какую вы берете землю? Вот можно, допустим, землю взять вот для цветов в марте, землю, где мы возьмем землю? Только я магазинную? беру или огородную, или готовую покупаю, просто поэтому тут Любая. любая. Ну, Ага. достаточно питательная, потому что песок, он быстро пересыхает. У меня на песке всходят Значит, другие мы арбузы. надо- вымочили, положили в этот стаканчик, ну, в землю, да, уже как Я бы немножко зарыли. проращиваю Ага. их, Проращиваете. наклевывается, чтобы конкретно, что они уже То есть вы на пойдут. тряпочке или как ты проращиваете? На Или прямо салфетку на ложу, на салфеточке, туалетную да? бумагу. Потому что За какой срок вот вы вытащили из имбиоты там или из перекиси? Сколько она должна? кое-кто на третий день, На третий день. 5 дней жду, И потом могу все стараться, уже чтобы эта влажность была влажность влажная, да? сохранять. А И салфеточку тепло. вымачиваете как? Просто водички. Просто водичка, можно с имбиотой тоже, туда можно стимуляторы, В общем, гуматы можно. показался росточек, и вот этот росточек вы пересаживаете уже, переселяете в землицу, да? В землю. Так, Главное, на чтобы какую корень... глубину? Ой, их надо глубоко садить, потому что они как бы крупные семена. Чем крупнее семя, тем его глубже засаживают. Маргарита, мы с вами разобрались с посадкой нашей рассады в конце марта, друзья дорогие. Разобрались, какие сорта мы используем. Далее, как следим, как поливаем нашу рассаду? Поливаю я их, можно сказать, умеренно, потому что слишком заливать, они очень тянутся, когда слишком много воды, и можно их просто утопить в воде, и корням будет плохо. Умеренный полив. И главное, не держать их в тепле. Я сразу начинаю всю рассаду держать в прохладном месте. То есть вы Потому закаляете? что в квартирах света все-таки не хватает, и поэтому я стараюсь их выносить пораньше. Вот эти вот... Пораньше это когда? Они Примерно в апреле? они начали всходить, Ага, вот начало апреля. Я уже их в теплицу. ага. Просто они уже тут стояли у меня в теплице на ночь. Но не ночевали. Ночевали, я их просто на ночь накрывала чем-то теплым, даже Да. вплоть до того, что я накрывала их одеялами. Но вот этой белой тканью можно, да? Да, и укрыться? Она белая очень ткань, она хорошо- еще минус 10, она может еще и не спасти, я поэтому одеялами просто накрывала. Сверху еще и А одеяло. земля немножко отогрета, и все. Вопреки мнению, что арбуз и южное растение, во-первых, арбузы происхождением с горных мест, где по ночам очень холодно бывает, и даже уже всходы выдерживают -2. Почему-то все думают, что арбуз замерзнет, он не замерзнет, это не помидор. А вот в апреле вы землю в своей теплице проливаете кипятком, да, видимо? Нет, ну, чтобы она кипятком нет, я побыстрее? купоросом проливаю. Купоросом, Медный ага. купорос, проливаю ее. Немножко. А когда начинается пересадка вот этих уже наших росточков, крепеньких таких малышей, когда вы их переселяете уже Я тоже, конкретно в грядки? я тоже не держу их долго, раз уже земля немного оттаяла, и я температуру замеряю. 10 градусов для арбуза это нормально. Я пересаживать начинаю рано, потому что днем она очень сильно прогревается. Если еще холодно бывает, я еще и землю накрываю пленкой. Делаю пленочные укрытия, потому что через пленку земля вообще разогревается хорошо. И тепло под пленкой сохраняется дольше, до утра она практически земля теплая, и для арбуза это вполне нормально. Эти вот арбузы я высаживала уже в начале мая. Нынче весна была очень такая, и земля плохо в теплицах отходила. Долго она была довольно прохладной. Даже пленкой накрытая, копнешь, она все внизу мерзлая. Было очень странная, Ну, странная температура весна в этом году. сколько должна быть? Ну, вот чтобы было комфортно руке, ну, если градусник Комфортно, нет. да, комфортно руке, и все я чувствую. Потом я, когда высаживаю, я туда заливаю ведро горячей воды. Ага. Земля там конкретно дальше прогревается, она уже не такая ледяная, и просто их В высаживаю. луночки что мы кладем? Золу, какие-то А удобрения? я в целом на всю грядку все вношу, и ничего под арбузы не вношу. Конкретно. У меня здесь использовано, просто еще можно сказать, что я использую из-под птиц много, подстилочный материал, вот этот, опилки,
которые обработаны симбиотой совсем, они уже полуразложившиеся и дают достаточно много питания, особенно азотистых в начале. Я поэтому здесь мочевиной, карбамидом их практически не поливаю. Но я смотрю по состоянию растения. Бывает, что растение отстает, и видно, что он бледноват, тогда только можно использовать конкретно только для этого растения. Поскольку арбузы очень любят накапливать нитраты. Я тут очень боюсь. То есть лучше органикой пользоваться. Лучше органика. Органическая смотрите, идет, дорогие друзья, ну вот такие плети, да? Плети, когда начинаются уже идти, вы их уже подвязываете, да, видимо? Чтобы Мы они сразу подвязываем, по потом земле они не арбуз. шли. И Арбуз они идут... в наших условиях, вот эти плети идут, чтобы не загущалось. Вот она идет, одна плеть с арбуза. Вот на одной, на одной плете сколько должно на быть плодов? На одной лучше всего вести один. Если они рано посажены, можно потом один снять, и еще второй завяжется, успеет вырасти. Если при ранней если, посадке. допустим, большая плеть, и там 4 плода, как, они где мы... лучше их оторвать лучше. А если как один оторвать? растет, Как мы правильно, грамотно они еще сами отрываем? упадут. Просто отпадут сами. Уже видно, что он не растет. Вот здесь вот у меня где-то я специально его оставляла. То есть мы Не растет обрезаем, допустим, да, и обрабатываем эту ранку чем-то, зеленкой или там чем? Сухой воздух, горячий, тут ничего не надо. То есть можно углем, да, вот уголечком? Да можно, но я Или золой ничем не обрабатываю, потому что я их тут профилактику полную проводила. Теперь вот Как подкармливаем? подкармливаю я их, я уже сказала, что я тут практически ничем не пользуюсь, но вот сейчас арбузы наливаются. Ну, потому что у вас, смотрите, у вас почва, она с самого начала была удобрена с самого очень начала. хорошо. А, допустим, те люди, которые начинающие огородники, они, ну, как бы не очень соображают в этих делах. По первости, Ну, допустим, да, вот 7 дней у нас сидит этот росточек в нашей земле, в грядке. Калийные, да? Или... Нет, по первости, если земля бедновата, то сразу лучше, конечно, мочевиной пролить, чтобы потом с ней не связываться. Значит, мочевину нужно взять в магазине. В магазине, Да, да. и развести согласно инструкции. По инструкции. Так, всё а вот сделать. это что у вас в руках? Так, а потом я начинаю подкармливать именно вот такими, где азота мало. Азот им все-таки все равно нужен. Как мы понимаем, что азота мало? А вот здесь 10%. Фосфор для плодов и корней 26%. И калий тоже для плодов. Калий вообще улучшает вкус плодов. Они слаще становятся. Тоже 26%. Они калийно-фосфорный больше, чем азотный. Это вот для арбузов я использую в основном вот этот только. То есть вы весь сезон подкармливаете именно Да. вот этой вот Раз смесью, в да? 10 дней, в 2 недели добавляю вот этот вот. Именно вот этот вот только это, один, да. да? Больше Ну, я это сюда, согласно по вашей, как бы, ну, это при том, что у вас земля удобренная. Да, потому что все-таки она как бы не полностью хорошо используется, но немножко вот по инструкции тоже, как тут пишут, по инструкции, значит, ношу можно немножко меньше даже сделать. И вот урожай, вот они уже как бы готовы к тому, что можно их вот так вот, как поставить на стол, угоститься. Так, вот теперь вот здесь вот полакомиться. часто очень спрашивают, как узнать, что он спелый. Вот Да. здесь вот, если поближе снять, есть вот такая у арбуза лопаточка. Так. И здесь вот идет усик. Вот когда арбуз уже конкретно спелый, вот эта лопаточка усыхает полностью. Можно и срезать. только тогда можно срезать. Тогда уже точно не ошибешься, что надо арбуз- ждать, да, пока ждать. лопаточка высохнет. И она вот начала уже вянуть, такая стала То мягкая. есть она бывает. у каждого есть такая лопаточка, да? Да, у этих, да, тут должна быть тоже она. Вот она твердая, вот потрогайте ее. Где она? А, вот Она да? плотненькая Вот она такая. такая Он еще- плотненькая. Да, а вот ну, это- листик, но такой, знаете, он такой прям как будто накрахмаленный. такой А вот это, тверденький. посмотрите, она уже начала мягче. Это. Вот. А вот эту, если потрогать, она уже мягкая. Она уже такая, подвяла, уже как бы арбуз уже на грани поджух немножко этот поджух, листик. ага, вот они уже начинают как бы Если спеть. можно так сказать. Теперь постоянно ходишь тут без ножниц, я не захожу. У меня ножницы тут все время наготове Как вы лежат. вот эту плеть, там лишнее вот это вот, ну как этот процесс Вот называется? тут, ну как бы посынкование в Да. помидорах, а мы здесь просто обрезаю я у них вот эти боковые. Вот она идет, видно ее. Отросла, я специально не стала. Я обычно захожу, когда прохладно, С утра, да, и чик их, начинается, да. и собираю. То есть лишнее, потому что Да. вот эти листья забирают питание, Сюда мы не сможем. водичку, влагу от нашего плода, поэтому нужно Вот от они них вот у меня уже избавляться. длинные. Я вчера их хотела обрезать, потом думаю, мне показать будет нечего. Вот такие вот длинные.
Обрезаю я все эти боковушки. То есть не руками вы это все Да, ломаете? руками она уже... Потому что руками- достаточно они толстенькие, Да, и поэтому не очень руками удобно вот будет. она после полива, она еще хрупкая, а если полив я вечером их поливала... То есть лучше делать вот Лучше эту ножницами. процедуру, да, производить именно ножницами, с помощью А ножниц. это у меня съедают птички. Мгм. Индюки очень любят Скажите, такое а дело. вот этот плод, есть вот там такое понятие, как, допустим, у бахчевых, у кабачков, вот, там женские особи, мужские Вот, особи. вот я здесь. тут тоже вот Да. оставила. У меня вот женские цветочки. Так, Их какие вот они из видно. себя. Давайте внутрь посмотрим, заглянем, попробуем, да? Камера у нас там пройдет. Это все женское, да? Вот, и вот эту кисточку обязательно. Вот эти маленькие, они еще так рвутся руками. Ага. Вон еще там торчит. Я потом... Это женская особь, да? Вот это внутрь вот они цветочка. женские. А как понять, что это женская? Вот плодик, видите? А, это плодик, С так. А плодиком. мужской? Где у меня? А мужской цветочек, вот он, я вижу. Вот он. Вот он. Без плода. Вот он, сейчас я его оторву, потому что А, надо его всё нужно равно вообще отрывать. отрывать. нужно, Вот да? он такой вот. Мгм. Нету плода. Так. Берем вот это вот все, я загибаю, можно обрывать. И прямо И там, туда где женский, мы вот таким образом сами опыляем. опыляем. Вот там серединочка есть. Вот это края, это они не принимают. Вот Именно пыльцу в принимает, серединочку. принимает там зелененькие есть. Ага. Без этого. То есть вот эта процедура, она ускорит наливание Это нашего завязывается. плода. Это мы их Завязывается. осеменяем. А то есть получается, видите, вот он плодик. Немножко вот он схулиганил. торчит, Этим сексом занимается муж по утрам. Проходит и опыляет. Потому что днем пыльца может сгореть. да? Нравится ему этот процесс. А вот это вот мужской, да? Нет, мужской. ага, вот Мужской. Ну нету плодика. Мгм. Тут вот еще А у вот него. это женский. Вот это женский. Вот это женский. Видите, он вот, здесь сразу вот он плод. длинненький. Да, вот здесь вот плод. Тут И вот цветочек, он раскроется. Через какой период он раскроется примерно? Через дня Ну, два? он уже завтра утром будет. Завтра уже будет. И его можно уже опылять. А вот этот вот не опылился. Видите, как он выглядит? Вот так Не вот. опыленный. То есть Он это всё, претензии отпал. к мужу. Плохо Да. опылял. Плохо свою работу выполнил. Вот. Это вот пошел в рост. Теперь вот они у меня в рост идут. Ага. Когда он в рост идет, я уже верхушки у него эту немножко рано оборвала. Можно оставить еще 3-4 листа. Ага. Обрываю верхушки. Так, Потому что верхушка будет дальше продолжать расти и забирать все питание. конечно. У них То у есть всех нет верхушек. на каждой плете мы оставляем по 2 плода примерно, да? Да, примерно по 2 плода. Ну, и иногда я оставляю, смотрю, куст, на нем может быть и две плети. Ага. На каждой плете по одному. Он больше не вытянет Ага, просто. понятно. Даже вот... А если вот забыли подвязать вовремя, и вдруг вот эта плеть пошла и схватилась за землю? Такое бывает? Бывает, и я безжалостно тоже отрываю, потому что А. тут загустеет, тогда сильно невозможно будет. Да, тут не невозможно пролезть. будет разобраться. да, Разобраться что здесь будет и- невозможно. что Так, здесь вот и как. теперь они у нас набирают вес. Да, теперь, да, вес набирают. И самое интересное, сейчас Маргарита нам продемонстрирует. Беру Как? вот эти ивовые молодые плети, потихоньку ее вот так вот сгибаю. Да, неважно, что она немножко сломается, я ее не мочила, их замочить в воде на ночь можно, и она будет так. Ага. Делаю кружок, потом его вот так вот оплетаю. Ага. Ну, а сетку тут наплести без проблем. Вот такие вот сеточки получаются. Да, то есть вот из И вот мы такой сейчас вот веревочки, Мы сейчас подвесим с помощью которая есть в любом магазине и у Если всех шпагат- огородников, да, шпагат. шпагат используя. Тальник он везде, он полно Ага. его растет. Так, не ну, свалиться. аккуратненько. Так, тут найти место, куда ее привязать. Тут проволока у меня. Мгм. А то я вот этот арбуз головой бьюсь. Да, бьетесь и очень как-то вот Веревка. опасно. Вот веревка. Давайте я вам помогу. Где там это у нас? Так. Вы к веревочке, да? Хотите? Веревки, ага. Так, сейчас Веревки. длину надо посмотреть. что Так, а длину. веревка, смотрите, она вонзится вот в эту плеть. Нет, она там не вонзится. Сейчас мы их исправим, если что. Так. Арбуз мне придержите, пожалуйста. Так, пожалуйста. Вот так, чтобы я могла Ой, Какой отрегулировать. тяжеленький. Они уже вот тяжелые, поэтому их Килограмм-полтора, надо наверное, срочно где-то. подвязывать. Я просто вас ждала. Да, помощников. Вот мы сейчас и поможем. Потому что Да. 1,5 килограмма это не шутка, вот так вот на Еще весу. одна. И представляете, Легкая. какая плеть, какая она сильная-то, да? Она выдерживает вот такой вес. А Да, если, они- представьте себе, будет висеть вот 2 таких плода, это 3 килограмма минимум. Ого-го. мы его Конечно же, нужно помочь нашей плети, ждем. нашему Да, вот растению. делаем. И сидим, поэтому занимаемся по вечерам качелями.
Ясно, и поэтому Так. нужно вот подвязать. А Короткая. кривовато, Короткая вот надо эта. покороче сделать. Вот эту надо. Ну-ка. Так, еще чуток. Видите, она Видите? как бы, она туда как бы вниз, неровненько. Вот, чтобы он не свалился. Да, главное, чтобы он не А свалился. то, И если он упадет, рывком он может- упадет, то он точно оторвется. Конечно, и оторвется, и уже все труды на смарку. Вот теперь я об него стукаться не Так. буду, а то я боялась головой. Головой оторвать. Потому что стукнешься себе шишку. Ну, Вот. хорошо, Ну, если тут все еще у меня обойдется вот 4 шишкой. штуки. Надо срочно привязывать. Мгм. Ну, они вот жду, когда они примерно такой размер вот станут. Уже пора А привязывать. вот этот нельзя привязать? А почему он до сих пор вот такого равномерно зеленого цвета? Объясните, А это пожалуйста. такой и будет. А, это такой сорт, да? Это особенность сорта. Ага, давайте подвяжем. Вот еще один мы подвяжем. Он тоже довольно-таки тяжеленький, но он полегче. Главное, выглядит он как-то, знаете, более внушительно, чем вот тот полосатик. Но по весу он, по-моему, или я вот двумя руками держу. Ну, вообще-то да, тоже Немножко где-то просите, чтобы килограмм вот так, полтора. вот Вот той по веревки весу. подровнять. Вот это да. Но я видела арбузы, как у нас выращивают. Но они буквально, знаете, с такой небольшой резиновый мячик. Ну, чуть больше. вот огонек. Может быть, за как бы Шуга теннисные бэби. мячи же Да, есть. да, Вот такие чуть больше теннисных мячей. Но это вот в частных огородах. Так, отпускаем, я А смотрю. у вас, ну, просто вот как будто бы они прибыли к нам откуда-то. У нас А оказывается, такую красоту, такую Мгм. красоту можно вырастить. помещаем его туда. Так, Что-то- и еще что-то где-то. третью штучку Вот надо. эта веревка не там находится, мы ее сейчас Перевязать нужно. перевязать их покороче. Потому что эта веревочка, она мешает вот этой вот плети. Сейчас мы ее тоже наверх пустим. Так. Ну-ка, пускаем аккуратненько. Маргарита, вот сколько лет вы занимаетесь посадкой арбузов уже? Ой, я давно, я еще даже на Вильвийском тракте выращивала. Там холодно было в те времена. Ну, В вырастали... теплице вырастали, Какие но там я экземпляры? садила маленькие. Мгм. Там потому что лета практически нету, крупных арбузов Ага. там не дождешься. Не дождешься, Поздно, конечно. довольно Да. поздно высаживать надо, и уже надо, чтобы они в августе собраны были, заморозками убьет. А как вы думаете, важно ли вот, чтобы теплица была именно карбонатная, да? Ну, для Нет. наших краев это очень важно. Но поскольку карбонатная, мне кажется, она быстрее нагревается. А знаете, арбузы больше. у нас могут и на улице расти. Я какое-то время покупала просто эти балбахи, как у нас называют, навоз. Ага. Насыпали их в кучу, Навоз это коровий навоз. коровий навоз, балбахи. балбахи, Ага. ага. Делала там яму, Ага. где-то сантиметров 70 на 70 и глубиной сантиметров 50. Туда земля, навоз начинает гореть, и туда арбузы по 3 штуки в такую яму. Вот так росли. Вот это да. На открытом грунте. Ага. Ну, Это, но не на Вилюйском тракте. Это Ну здесь. да, это здесь Это тоже, уже на этой здесь. территории я так выращивала здесь арбузы. А этому меня научила мама. Мы на севере выращивали таким. Навоза там же полно, никто им не пользуется. А у нас еще Ясно. своя корова была, насыпали кучу. Огурцы, помидоры, все на этом росло, потому что теплиц тогда не было. Это где-то 60-е годы, какое стекло в деревнях и какая пленка в то время. Садили именно так, на ночь накрывали одеялами, потому что от навоза шло тепло, и никакие заморозки им не страшны. Днем открывали, и все росло. Ну, то есть... И ведрами таскали урожай. Вот Маму это- называли колдунья. Ух ты. Действительно. Так, ну вот это мы поговорили об арбузах. Вот немножко у меня есть что сказать о дынях. Мгм. И часто спрашивают еще про тыкву. Давайте Можем туда посмотрим. пройти. Можем туда Конечно. пройти. Дыньки я нынче посадила. В бочках. В бочках. Вот это В бочках посадила. Вот это да. Вот они начали тоже. Тут Дынечка, тоже в они- основном занимаешься обрыванием плетей. Вот. Плетей А не вот даешь. эта вся бочка, это у вас что, вся земля или что там? вот Нет, внутри? там у меня навоз лежит. Так, навоз еще. Навоз, Примерно навоз с опилками куриным. сколько? Вы куриный. его прям весь перемешали А или вот как? туда, нет, я просто туда мы Слоями? засыпали просто этот навоз и все. Он провалился, мы еще раз туда насыпали. Мгм. И вот потом сверху уже где-то вот так, наверное, земельная часть. А навоз какой? Это балбахи или куриный, Куриный. навоз? Куриный? Кур полно, поэтому я, А. чтобы он тут нигде мух не собирал, мы его вот спрятали просто в бочке. Понятно. И вот И так вот сверху немножко земли, да, земли Вот. сколько примерно? сантиметров 30 тут земли. Так. И вот
начали расти. Теперь, Ой, теперь я появились. все... Вот они плоды, оказывается. Я думала, это листик. Вот, посмотрите, оказывается, вот так вот начинает цвести дынька, да? Это она уже растет. А какой-то сорт? Ой, я тут смешанные садила, там, не знаю, что, смесь была у меня, я ее посеяла. Угу. Вот так вот они. И вот тоже все обрываю, ничего нигде на плете нету. Тут одна, на этой плете, смотрю, они все растут. Пока не трогаю, но плети вот эти уже вот тонкие, вот эти вот, надо уже все убирать, все. Надо убирать, потому что они питание, Они питание забирают, и дыньки Да. эти пожелтеют и просто. поэтому дынькам просто не хватит питания, ну, нужно как-то вот безжалостно. То есть здесь тоже на плете Тут даже должно тоже- остаться примерно 2, да? Два Два-три, плода. дыньки эти небольшие должны Ага. быть. И тут уже вот плод пошел, я верхушки тоже прищипываю, чтобы она не росла дальше. И они растут, обратите внимание, ну, так сказать, в свободном стелятся. доступе. Потому что они у меня над замульчированные, открытым и чисто тут, и все. грунте. Мульчирую чистыми и довольно свежими опилками. Растение выглядит прекрасно, по-моему. Это чудесно. Дорогие друзья, вот сегодня мы познакомились, как выращивать арбузы. Так что дерзайте. Удачи!